رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Дорогие братья, уважаемые земляки, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Конечно, в первую очередь хочу извиниться за то, что выступаю на русском. Трудно переходить с одного языка на другой, и особенно трудно вообще выступать в присутствии таких алимов, муалимов. И что касается темы знаний, приобретения знаний, какое значение этому придается наша религия, мы прекрасно знаем. Первый аят, первые слова, которые были ниспосланы пророку, саллаллаху алейхи вассалям, были слова «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, икра». То есть, обращаясь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах говорит: ты читай. То есть этим уже видно, что какое значение и какое достоинство имеют приобретение знаний. И вот вообще поведение, образ жизни наших праведных предков, также из этого мы видим, какое значение они придавали приобретению знаний. Вот был такой ученый Абу Юсуф, ученик имама Абу Ханифы, рахимахуллах. У Абу Юсуфа умирает сын. Представляете картину? Этот человек потерял, можно сказать, самого дорогого для себя человека, ради которого готов пожертвовать чем угодно, если на это будет необходимость. И вот у него умирает сын, и он поручает омыть, похоронить своего сына соседу, сам, чтобы не пропустить урок имама Абу Ханифы, и отправляется на урок. Был такой ученый имам Навави, наверное, многие слышали. Имам Навави, рахимахуллах, прожил недолгую жизнь, но за свою жизнь написал много книг. Вот как он стремился, какое стремление у него было к знаниям. Одну ночь он настолько усердно был занят, сидел за книгами, за науками, и периодически мама подходила к нему и говорила: сынок, покушай. Но он не обращал на это внимания, он не замечал ее даже. И вот уже уставшая мать сама собственноручно кормит его. Он даже не замечает, что мать кормит его. И к утру, когда он освободился от своих занятий, он маму спрашивает: а как же быть с едой? Она говорит: я же тебя покормила, сынок. Он даже не заметил, что мать его покормила, настолько был занят ильмом. Да, мы знаем, что ильму приобретать нужно, знания искать нужно, и стараемся их приобретать. Но вместе с этим мы должны понимать, что мы должны быть осторожны в этом вопросе тоже. Проявлять осторожность в приобретении этих знаний, особенно в наше время, когда это время высоких технологий, интернет, социальные сети и тому подобное. Давайте зададимся вопросом, когда у нас возникает какой-то вопрос, откуда мы получаем информацию? Что является твоим источником? Кто твой учитель? Откуда ты черпаешь вообще информацию? Мы задаем себе эти вопросы? Нет, в большинстве случаев мы в поисковике отправляем свой вопрос и получаем ответ с интернета. Но эти вопросы мы должны задавать себе. Вот у нас с пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пришло до наших дней, что муалим, живой муалим, передает знания мутаалиму, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, таким образом передал свои знания сподвижникам, сподвижники передали табиунам, табиуны, в свою очередь, табиунам, и вот так до наших дней вот эти знания дошли, передавая от живого учителя к ученику из уст в уста. И в этом есть два аспекта. Первое – это надежность получаемых того знания.
Ты знаешь своего учителя, знаешь, у кого он получил знания, знаешь, как он поступает согласно своим знаниям. То есть ты все про него знаешь. Это один аспект. Другой, ты получаешь благодать от учителя. Ты перенимаешь его хорошие качества для себя. А когда ты получаешь знания из интернета и вообще из книг, ты ильму не получаешь. Ты получаешь информацию. Поэтому насчет этого вот Али Асхаб, ради Аллаху анху, сказал: смотрите на тех, от кого вы берете знания. Поистине эти знания – это твоя религия. То есть от этого зависит уже, вот, твой намаз считается действительным или нет. В зависимости от того, от кого ты получил знания про намаз и так далее. Также в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказано, обращаясь к Ибн Умару, ради Аллаху анхума, он говорит: «Динака, динака, твоя религия, иннама хуа лахмука ва даммука, поистине это твоя плоть и твоя кровь. Фанзур амман тахузу, ты смотри, от кого ты берешь это. Хуз анилладина стакаму, ты бери от тех, которые праведны, от праведников возьми это ильму. Ла тахуз анилладина малу, но не бери, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, от тех людей, которые отклонились. Отклонились от чего? В первую очередь, как сказал Аюб Хаджи, от правильного вероубеждения, от правильного вероубеждения. Кто отклонился, от них не бери. Это совет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот, чтобы мы понимали, какую скрупулезность проявляли праведники при приобретении знаний. Имам Исхак Марвани, вот был такой ученый, вот он отправился из Марва в Багдад обучаться к имаму Ахмаду Хамбалу. И пешком, это расстояние где-то 2000 километров, месяц пешком. Пошел туда, обучился, вернулся обратно. Но когда вернулся обратно, до него дошли слухи, что имам Ахмад от каких-то своих вопросов, от решений отказался. И чтобы удостовериться, действительно ли это так, этот человек обратно отправляется туда, в Багдад, и выясняется, что эти слухи были ложью, и спокойно возвращается обратно. Посмотрите, он преодолел месячный путь дважды. Второй раз для чего? Уточнить. Вот настолько они уточняли ту или иную информацию, которая до них доходит. А сегодня, дорогие братья, что мы наблюдаем? Например, когда мы смотрим ролики каких-то проповедников, элементарно, вот ко мне подходит, я же имам, и вот недавно один молодой человек пришел и спрашивает: много вот проповедников и зарубежных, и наших, не понимаешь, как, за кем следовать. Элементарно, вот тех людей, которые ты слышишь, смотришь, ты даже их имен не знаешь. Он Абу Фулян, Ибн Фулян, кто-то. Ты даже его имя не знаешь, как его зовут, не знаешь ты. Не говоря уже о его жизни, о том, у кого он обучался, какие знания он получал, какую работу вообще для ислама он делал, не делал. Мы ничего не знаем же про них. А рядом с нами сидят наши прекрасные алимы. Мы не то что имена, мы всю биографию их знаем. Знаем достоверность их источников, у кого они ильм получали. И вообще, какие вопросы наши алимы, какие ахкамы наши алимы оставили или оставляют неотвеченными, чтобы мы обращались куда-то в другие инстанции, что за ответами. Наши алимы же нам дают исчерпывающие ответы. То есть нету для нас необходимости по сторонам смотреть. Поэтому и часто бывает, что мы самостоятельно стараемся обучаться. Насчет этого тоже Мухаммад Аль-Алахи, рахималлах, он
был, мы знаем, писарем имама Шамиля. Вот такого уровня он был, когда маджлис был в Шали, если не ошибаюсь, имам Шамиль к присутствующим алимам обращается и говорит: кто среди нас алим, который его качество и характер соответствует тому, что он изучал, то есть ильму и амал у кого соответствует, и все единогласно отвечают: это Мухаммад Ахир. Вот Мухаммад Ахир вот говорит такие слова. Он говорит: «Куллю ман ятлубу ильма вахидан», каждый, кто обучается знаниям самостоятельно, он говорит в заблуждении. Поистине, ильму, говорит, не находится ни в книгах, ни в листочках, а ильму находится в фиссудуре риджаль, в сердцах мужчин. И поэтому приобретать знания, искать ответы на наши вопросы, альхамдулилля, у нас есть алимы, нам следует обращаться именно к ним, а не другим методом. Поэтому пусть Аллах нам даст тавфик следовать за нашими алимами. Альхамдулилля, раббил алямин.